Тема урока – линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Цель обучения – решать линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка вида y2' плюс by' плюс cy равно нулю, где a, b, c постоянные. Готфрид Вильгельм Лейбниц определял мир умопостигаемый или мир истинно сущего. Он ввел определение дифференциала и дифференциального уравнения в XVII веке, независимо от Ньютона. Определение. Линейным неоднородным дифференциальным уравнением второго порядка называется уравнение вида y2' плюс px y' плюс q от x y равно f от x, где y функция, которую нужно найти, а px, qx и f от x это непрерывные функции на некотором интервале от a до b. При f от x равен нулю получим уравнение вида y2' плюс p от x y' плюс q от x y равно определение. Уравнение вида y2' плюс p y' плюс q y равно нулю или ay2' плюс b y' плюс s y равно нулю называется линейным однородным дифференциальным уравнением второго порядка. Теорема. Если число k нулевое является корнем уравнения ak в квадрате плюс bk плюс s равно нулю, то функция y от x равно e степени k нулевой x является решением дифференциального уравнения. Алгоритм для решения линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Первым шагом записать характеристическое уравнение. Второе – найти корни характеристического уравнения. Третье – записать общее решение для дифференциального уравнения. Составить характеристическое уравнение. Это будет уравнение вида k в квадрате плюс pk плюс q равно нулю, где p и q коэффициенты называются характеристическим уравнением для данного дифференциального уравнения. Чтобы получить характеристическое уравнение, достаточно заменить y2' на k в квадрате, y' заменить на k в первой степени, а y заменить на k в нулевой степени, это будет 1. Второе. Решить характеристическое уравнение. Первый случай, когда дискриминант будет больше нуля, мы будем иметь два действительных и различных корня, k1 и равное k2. Для решения будем использовать выражение y равно c1 умноженное на e в степени k1x плюс c2 умноженное на e в степени k2 умноженное на x. Второй случай. Если дискриминант равен нулю, то мы будем иметь два одинаковых корня, и для решения дифференциального уравнения будем использовать выражение y равно e в степени kx в скобках s1 плюс s2 умноженное на x. И третий случай, когда у нас будет дискриминант меньше нуля, мы будем решать на множестве комплексных чисел, и корнями будет являться k1 и k2 равно a плюс bi умноженное на i. И для решения будем использовать выражение y равно e в степени ax умноженное на s1 косинус bx плюс c2 умноженное на синус bx. Третье. Записать общее решение для дифференциального уравнения. Значит, данной таблицы будем использовать для решения дифференциальных уравнений. Решим уравнение y2' плюс 3y' минус 40y равно нулю. Для начала запишем характеристическое уравнение. y2' заменим на k в квадрате, y' заменим на k, y заменим единицей. Мы получим уравнение k в квадрате плюс 3k минус 40 равно нулю. Так, для решения будем использовать теорему Виета.
k1 равно 5, k2 равно минус 8. Проверим. Значит, 5 умноженное на минус 8 будет минус 40. 5 плюс минус 8 будет минус 3. Для решения будем использовать выражение y равно c1 умноженное на e в степени k1x плюс c2 умноженное на e в степени k2x. Так, ответ будет y равно c1 e в степени 5x плюс c2 умноженное на e в степени минус 8x. Решим следующее уравнение. y2 штриха плюс 4y штрих плюс 4y равно 0. Составим характеристическое уравнение. Y штрих заменим на k в квадрате, y штрих заменим на k, y заменим единичкой. У нас получится уравнение k в квадрате плюс 4k плюс 4 равно 0. Для решения можно использовать формулу корней. Для решения квадратного уравнения можно использовать формулу сокращенного умножения. k плюс 2 в квадрате равно 0. Так, в данном случае мы имеем два одинаковых корня минус 2, то есть дискриминант у нас будет равен 0, поэтому мы будем использовать выражение y равно e в степени kx умноженное c1 плюс c2 умноженное на x. И запишем ответ. Значит, вместо k подставим минус 2, и ответ будет y равно e в степени минус 2x умноженное в скобках c1 плюс c2 умноженное на x. Решим следующее уравнение. y2 штриха плюс 8y штрих плюс 25y равно 0. Составим характеристическое уравнение. Y штрих заменим на k в квадрате, y штрих на k, y равно единице. У нас получится характеристическое уравнение k в квадрате плюс 8k плюс 25 равно 0. Найдем дискриминант. Это 64 минус 4 умножить на 25 будет равен минус 36. Дискриминант у нас меньше нуля. Значит, запишем корни. Минус 8 плюс минус корень из минус 36, деленное на 2. Так, и у нас получится корни минус 4 плюс минус 3i. Значит, видно, что альфа равно минус 4, а бета равно 3. Подставляем наше выражение. Вместо а подставим минус 4, вместо b подставим минус 3. И ответ у нас получится y равно минус e в степени минус 4х умноженное c1 косинус 3х плюс c2 умноженное на синус 3х. Решим следующее задание. Составьте соответствующее дифференциальное уравнение второго порядка с коэффициентами, имеющие общее решение. Y равно e в степени 5х в скобках s1 умноженное на косинус 4х плюс s2 умноженное на синус 4х. Так, значит, альфа будет равно у нас 5, бета равно 4. Запишем. К первое тогда будет равно 5 плюс-минус 4 умноженное на e. Для составления уравнения будем использовать теорему Виета. Да? Значит, произведение корней q будет равно q будет 5 плюс 4 умноженное на 5 минус 4i, это будет 5 в квадрате минус 4i в квадрате, это будет 25 плюс 16 равно 41. Так, и найдем p. Это сумма корней 5 плюс 4i плюс 5 минус 4i будет 10. Значит, p равно минус 10. И подставляем наше приведенное квадратное уравнение. И у нас в итоге получится ответ y2 штриха минус 10 умноженное на y штрих плюс 41, y равно 0. Задача Каши. Это нахождение частного решения дифференциального уравнения, удовлетворяющего заданному начальному условию. y2 штриха минус 4y равно 0, y от 0 равен единице, y штрих от 0 равен 2. Составим характеристическое уравнение k в квадрате минус 4 равно 0. Найдем корни данного уравнения. k первое и второе равно плюс-минус 2.
подставим наше выражение. Значит, y равно c1e в степени 2x плюс c2 в степени e минус 2x. Дальше мы найдем y от 0 равен единице. Значит, наше выражение вместо x подставим 0, вместо y единичку. И у нас получится первое уравнение c1 плюс c2 равно единице. Следующий шаг. Мы найдем производную от c1e в степени 2x плюс c2 умноженное на e в степени минус 2x. Так, это будет равно 2 умноженное на c1e в степени 2x минус 2 умноженное на c2 e в степени минус 2x. Дальше мы поставим значение, вместо x 0 приравняем к двойке. И у нас получится второе уравнение. 2s1 минус 2s2 равно 2. Решаем систему уравнений. s1 плюс s2 равно единице. Второе уравнение 2s1 минус 2s2 равно 2. Второе уравнение поделим обе части на 2, и у нас получится уравнение c1 минус c2 равно единице. Систему решим методом сложения. Значит, s1 плюс s1 будет 2s1, s2 плюс минус s2 будет 0, 1 плюс 1 будет 2. Отсюда у нас s1 равно единице. Подставляем в первое уравнение и получаем c2 равно 0. Дальше мы записываем наше решение. Y равно, вместо s1 подставляем 1, вместо s2 0. И у нас получается ответ y равен e в степени 2x. Мы решили задачу Каши. Теперь предлагаем решить самостоятельно. Составляем характеристическое уравнение. К квадрат минус 4k плюс 4 равно 0. Потом дискриминант. d равно 3 в квадрате минус 4 умноженное на 4 равно 16 минус 16 равно 0. Подводим к. Первое равно 4 равно у нас 2. То есть k у нас равен 2. Формуле y равен и 2x c1 плюс c2 x. Все. Решаем характеристическое уравнение. 4k в квадрате минус 5k минус 21 равно 0. Решаем дискриминант. Минус 5 в квадрате минус 4 умноженное на 4 и умноженное на минус 21 равно 361 19 в квадрате. Решаем k1, k2. 5 плюс минус 19 делим на 8. Это равно 3 и минус 7 деленное на 4. k1 равен 3, k2 равен минус 7 равно на 4. Решаем, вставляем формулу. c1e 3x плюс c2 e минус 7 4x. Давай. Решаем характеристическое уравнение. К в квадрате минус 4k плюс 5 равно 0. Решаем дискриминант. d равен минус 4 в квадрате минус 1 умноженное на 5 и умноженное на 4. Равен 16
плюс минус и. Теперь подставляем под нашу формулу. Y от x равен E2x, C1 косинус x плюс C2 синус x. Теперь сфоткай. Дифференциальное уравнение описывает множество процессов физики, химии, биологии, техники, экономики, социологии. В автомобилях это расчет работы амортизаторов, как колеблется подвеска при езде по кочкам. Мастоиздание – это проверка устойчивости при вибрации, ветре или землетрясениях. Часы-маятники – это описание колебаний маятника. Электроника – это работа цепи с сопротивлением, катушками, конденсаторами, например, фильтры наушников. Автопилот и система управления – это моделирование движения, стабилизация и реакции на команды. Эти уравнения помогают предсказывать поведение систем, которые колеблются или изменяются со временем, и делать их безопасными и надежными. Так, проверь себя. Термин дифференциал ввел Лейбниц. Ответьте на следующий вопрос. Что значит найти решение дифференциального уравнения? Интегрировать его. Третий вопрос. Порядок уравнения 6y 3 штриха плюс 4y 2 штриха плюс 2y равен 0 будет равен 3. Четвертый вопрос. Правая часть однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами равна 0. Пятый вопрос. Если 7y 2 штриха минус 3y штрих плюс 5y равно 0, то характеристическое уравнение будет иметь вид — 7k в квадрате минус 3k плюс 5 равно 0. Шестое. Если дискриминант меньше 0, то может ли уравнение иметь корни? Да. Седьмой вопрос. Если уравнение 2y 2 штриха плюс 8y равно 0, то составьте характеристическое уравнение. Два k в квадрате плюс 8 равно 0. Определите корни, если они есть. K равно плюс-минус 2i.